Ровно 20 лет назад, 12 мая 1997 года, президент Российской Федерации Борис Ельцин и президент Чеченской Республики Ичкерия Аслан Масхадов подписали договор о мире и принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия. Я тоже хочу благодарить вас, что вы приняли приглашение, что вы приехали в Брюссель. Я надеюсь на плодотворную работу и обсуждение сегодня. Я хочу сейчас сразу дать следующим поступающим слово, потому что у нас очень плотная программа, и мы с Аминат стараемся сегодня уважать время. Это тоже форма ненасилия, форма мира. Подписанный 12 мая 1997 года как основа разрешения российско-чеченского конфликта. Тема вот так заявлена. Организаторами нашей конференции являются правительство Чеченской Республики Ичкерия, действующее за рубежом и продолжающее дело президентов Джохара Дудаева и Аслана Масхадова, а также при активном участии фламандского отделения международной организации Пакс Кристи совместно с некоторыми членами Европарламента. Мы излагали основные соображения, какие с нашей точки зрения являются основаниями для того, чтобы Российская Федерация в лице своих государственных органов, в лице своих представительных органов, в лице своей общественности признала совершенно закономерной, естественной, обоснованной независимость Чеченской Республики. Настоящее и будущее любого конфликта определяется его природой. Вам должно быть знакомы десятки версий о том, как начинался наш конфликт. Поиски международного исламского терроризма, и о том, что мятежный генерал Джохар Дудаев захватил власть, что и явилось началом противостояния. На самом деле все это очень далеко от реальных причин российско-чеченского конфликта. В отношении Чеченской Республики часто применялись эпитеты самопровозглашенные, непризнанные, мятежные, которые на самом деле не имели ничего общего с действительностью и носили исключительно провокационный характер. Западные политики едут там в Москву, там говорят про то и сё, как будто откладывая в сторону реальную ситуацию, что Кремлем провозглашено официально, что Евросоюз это враг России. А что делают с врагом? Только одно решение, особенно при такой ментальности питерских уличных боевиков. Враг уничтожается. Значит, Евросоюз, враг, должен быть уничтожен. И это делается систематически. Российское руководство надеется развалить Евросоюз, а потом поедать по одному. Sots Medina Mitsaevoju, Notchu Olsh organizācija Kugerkojuso, Tahan Hog konferenci Haguldelova и Брюсселе. Дуку хаз пайде хумш хазавайн. Сондик хейтер харсан конференции харсан гулам шорти хилхарим. Сумбаркалалер конференции инчан. قي ألسم إشخيلش قطر ديكير در دلريس خيل بركل دات إحي بركتي يوالوينه Velik kulšos Turpolium, so Germani VNU Bruxelles, so молодежные организации Юкару,
طاقم كونفرنسر ويا بروسيليا دقوا بيحكي حيشي جينير ويحالف نقش عين بولش ويتصير حال دوش تصير نقش دقوا كلهم مشتيسر سون تصدوشتش ده مطلع تأيوه شخينا خيو كونفرنسي ليلو روسا